Организация надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. В Чебоксарах прошел семинар с участием заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева и главы Чувашии Михаила Игнатьева. В последние годы на малый и средний бизнес уделяется государством большое внимание, начал свое выступление Сергей Петрович. Генпрокуратурой налажено тесное взаимодействие с уполномоченными по защите прав предпринимателей, представителями общественных организаций, защищающими интересы бизнеса. Организован серьезный надзор за нарушениями прав предпринимателей. В результате сегодня более взвешенно решаются вопросы согласования планов проверок, внеплановых проверочных мероприятий. Не спадает активность прокуроров в выявлении и пресечении нарушений. При этом существенно усилена работа по защите прав бизнеса уголовно-правовыми средствами. Если в 2013 году в округе было выявлено лишь 5 преступлений, предусмотренных статьей 169, как известно, это воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, в 2016 году их число увеличилось до 39, что составляет более половины всех преступлений, зарегистрированных в целом по стране. По инициативе прокуроров к ответственности привлечены более 6 тысяч должностных лиц при реализации проверок и представлении государственных и муниципальных услуг. При формировании планов проверок на 2017 год прокурорами отказано в согласовании свыше 12 тысяч необоснованных предложений контролирующих органов о проведении проверок. В процессе создания и развития своего дела люди сталкиваются не только с неурегулированностью многих вопросов, но и противоправными действиями должностных лиц. Только в 2016 году прокурорами в Приволжском федеральном округе выявлено почти 30 тысяч нарушений законодательства в данной сфере, в том числе почти 7 тысяч незаконных правовых актов. Не всегда учитываются требования закона о трехлетнем моратории на проверки. Многочисленные нарушения допускаются уполномоченными органами при реализации контрольно-надзорных полномочий. Не во всех регионах округа приняты нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы осуществления муниципального контроля. По-прежнему имеет место случаи проведения плановых проверок, не включенных в ежегодный сводный план, без издания соответствующих распоряжений, либо уведомления хозяйствующих субъектов о предстоящей проверке, вручении актов, и тому подобное. А в республике Татарстан, Мариэл, Нижегородской и Самарской областях до сих пор не искореneны случаи проведения проверок без согласования с прокурорами, когда таковое требуется по закону. Серьезные нарушения выявлены прокурорами в деятельности органов и должностных лиц при предоставлении государственных и муниципальных услуг. В регионах установлены факты непринятия органами власти и местного самоуправления административных регламентов предоставления отдельных услуг, нарушение срока их предоставления, а также незаконного взимания платы за предоставленные услуги. Зайцев обратил внимание участников семинара на то, что полученные сегодня знания и практический опыт позволят сотрудникам прокуратуры обеспечить более качественное выполнение задач по защите прав малого и среднего бизнеса. Что касается Чувашской республики, анализ показал, что количество проверок в отношении предпринимателей сокращается, качество планирования проверок повышается. Об этом заявил глава Михаил Игнатьев. Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса проходят красные линии в ежегодных посланиях президента Российской Федерации, об этом мы тоже ставим. Задачи перед разными органами власти, но еще потенциал имеется и внутренний резерв для того, чтобы здесь еще лучше сработать. На пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта текущего года президент Российской Федерации подчеркнул, сейчас принципиально важно вместе найти сбалансированные, выверенные решения по многим сложным вопросам, которые ставит прежде всего предпринимательское сообщество. Уверен, что укрепление конструктивного взаимодействия по вопросам защиты прав предпринимателей с прокуратурой Чувашской Республики, Институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей, общественными объединениями представителей предпринимательского сообщества будет способствовать дальнейшему улучшению делового климата, развитию предпринимательства. В прошлом году в органы прокуратуры республики поступило 159 заявлений, контрольно-надзорных органов о проведении проверок согласовали всего 108. Михаил Игнатьев привел примеры нарушений должностными лицами прав предпринимателей. Предприняты соответствующие меры, прокуратура продолжит свою работу по защите прав бизнес-сообщества. Олеся Григорьева, Александр Васильев, Чебоксары.